Всем привет, на связи Jason Gamer, и это вторая серия по железному подарку в Forza Horizon 5. Давай я объясню вкратце, что мы здесь делаем. Для тех, кто уже знает правила, можете перемотать на следующий тайминг. Итак, первое. Мы выбиваем тачку из велоспина. Исключением служат только подготовленные тачки типа Формула Дрифт, или оффроуд гонки, что-то вроде того. Далее, второй пункт, мы тюнингуем внешне автомобиль. Третьим, мы тюнингуем внутренне. Четвертое, придумываем дизайн и оклеиваем тачку. Пятое, тестируем полученный автомобиль. И шестое, самое главное, дарим случайному игроку. Что ж, погнали, посмотрим, что у нас получится. В прошлый раз выпала довольно интересная тачка. Посмотри обязательно предыдущую серию. Мы ее так по минималке протюнинговали. Получилось, в принципе, интересно. Что выпадет в этот раз? Посмотрим. Посмотрим. У меня есть несколько идей, скажем, если определенные машины будут. Но посмотрим. Посмотрим. Я думаю, почти мустанг выпал. Почти мустанг. Ну хорошо, хоть не Виллер. Ага. Выпал Golf GTI 92-го года. Ну что ж. Забираем, получается. Ну что ж, и как вы знаете, по первой части мы начинаем обязательно с внешнего тюнинга. Для того, чтобы понять ход работ, в какую сторону двигаться. Давай посмотрим, что у нас по бамперам. Ну, такие, как бы, стрит-рейсерские опять. Допустим. Угу. И эти пороги. Надо подумать, что из этого сделать. Почему-то напрашивается опять какой-нибудь стритрейсинг тюнинг. Но не знаю. Мы в прошлый раз уже делали тюнинг типа стритрейсинга. Слушай, а почему нет? Давай сделаем... Раз он сам по себе напрашивается, разве что спойлер я не буду ставить, он прям... Ну, прям совсем не очень смотрится. Раз уж напрашивается, то сделаем, наверное, давай... но в этот раз гоночный автомобиль. Для стритрейсинга. Почему бы нет? Давай, наверное, так, да. Так, пока у меня еще идей нет насчет винила. Походу придумаем. Блин, ну честно говоря, эти пороги совсем не смотрятся здесь. Может, ну нафиг их. Нет, ну без порогов, мне кажется, прям совсем будет так себе, да? Ну, как бы такое. Ладно, пусть будут. Пусть будут. Все-таки я говорил, что у нас может получиться еще в прошлой серии. Что у нас может получиться какой-нибудь колхоз. Нет, ну это прям совсем. Пусть лучше без спойлера будет. Я не обманул.
действительно такое может получиться. Вот, собственно, что-то подобное получается. Так, давай посмотрим по потенциалу, что у нас тут. Слушай, ну турборалли тогда берем. Ну, полный привод ставим. Так, все здесь по максимуму ставим. Здесь мы не жалеем. Тормоза обязательно. Подвеску гоночную. Каркас ставим. Облегчение обязательно. Трансмиссию прям 100% обязательно. Див гоночный. Угу. Так, надо что-то по дискам решать. Что-то надо по дискам решать. Так. Слушай, может быть какой-нибудь андеграунд стиль сюда сделать? Не только в плане дисков, но и в плане оклейки. Кстати, смотри, вот эти вот диски, мне кажется, неплохо сюда смотрятся, да? Нет? Такой гольфец, ну не знаю, честно. Я не знаю, мне прям понравилось очень, как смотрится. Давай дальше пролистаем на всякий случай, может. Что интересное есть. Нет, я почему-то вот все, я сразу понял, все. Сюда, мне кажется, вот эти диски хорошо подходят. Так, раз underground стиль, то максимальный диаметр. Не жалеем. Не, ну надо чуть-чуть. Давай сравняем, наверное, с передними плюс-минус. Хорошо, значит, получается у нас underground стиль. Ладно. Итак, перейдем первым делом к цвету. Сразу же давай думать, что будем делать с цветом. Мне кажется, надо что-то сюда необычное, раз я решил цвета underground, да? Может быть, перламутр? Давай посмотрим, что вообще, в принципе, можно по цвету решить. О, хотя нет, желтый цвет у нас уже был. Желтый цвет у нас уже был, как не то будет смотреться. Вот, прямо андеграунд. Сочные, яркие цвета. Синий цвет, я думаю, вполне пойдет. Я думаю, чтобы это был прям андеграунд, нужно капот отдельненько покрасить. Покрыть карбоном. Давай матовый, наверное, поставим. Ну и так как... Угу. Я думаю, стоит покрасить как-нибудь. Давай, наверное, будем отталкиваться от декалей. От винила. Какой получится винил,
какого цвета будем уже думать диски. Так, суппорта, как обычно, красим в цвет автомобиля. Тонировку подумаем еще. Я сейчас молчу, потому что я думаю, как именно представить дизайн. Что ж, ладно, давай посмотрим, что получится у меня. А почему бы серенькую быть? Ну что ж, вот что-то типа такого дизайна у меня получилось. Получается первый колхоз. Ну, я сказал, что в принципе будет в стиле андеграунд. Я думаю, похоже на стиль андеграунд. Как вы считаете? Напишите свое мнение в комментариях. Ну а мы поедем на гонку. Вот такую гонку я выбрал, и я уже вижу соперников не по силам. Ну, посмотрим, может быть, я недооцениваю гольф. Против Феррари, конечно. А, там, подожди, там еще Ford GT, что ли? Мне кажется. Нет, не похож на Ford GT. Какой-то он мелкий для Ford GT. Это не Феррари. О, Мустанг врезался, или Шелби, черт его знает. Не видно так. Так, ну, рулежка мне нравится. В принципе, очень хороша получилась. Смотри, на 160 выруливается. Такой поворот на 170 даже. И мы вполне себе не отстаем от соперников. Ай-яй-яй, только мне стоило сказать, что рулежка хорошая, как я сразу же... Извиняюсь, я тут проеду. Понял. Вошли. Отлично. Резкий поворот. Да, прям отлично получилось. Немножко собьем столбов, ничего страшного. Это, в принципе, в рамках андеграунда пойдет. Наша машина все-таки в стиле андеграунда, это тоже пойдет. Ладно, ничего страшного. Главное, что нас не догоняют. Так, вот просто приехал старый немецкий дед и на своем гольфе показал этим всяким Феррари, Ламборгини, как нужно гонять. Тихо, 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 выносит. Ладно, ничего страшного. Не теряем позиции. Оп, здравствуй, Ламборгини. Ну, нормально. Они даже отстают.
прямой мы идем, они отстают вполне себе. Ну, неплохая, мне кажется, машина получилась. Ой, вот это был кадр сейчас. Ну что, как тебе машина? Интересная получилась? Мне кажется, довольно-таки интересная. Ну, собственно, машину мы протестировали. Осталось что? Ее подарить, конечно же. Так что идем. Отправка подарков. Ищем наш Volkswagen Golf. Вот он. Красивенький, колхозненький. Но удаленький. Все-таки хороший получился. Давай, наверное, в этот раз отправим не всем игрокам, а новым. Почему нет? Эта машина поможет вам заявить о себе на фестивале. Я в этом не сомневаюсь абсолютно. Мы ее протестировали сейчас, она действительно могет. Отправка подарка и все, подарок отправлен. Что ж, вот такой выпуск у нас получился. Как тебе? Понравилось вообще или нет? Напиши в комментариях. Мне будет интересно узнать. Ну, как бы на этом все. Я надеюсь, ты уже поставил лайк. Если не подписан, то нажал на подписаться. Ну и оставишь комментарий. Может, у тебя там есть предложение какое-то. Может, интересный комментарий какой-то напишешь. Если что-то интересное напишешь, я обязательно тебя оставлю в следующем ролике. Ну, всем спасибо. Всем пока-пока. I am right, it ain't no breaking me. I am right, it ain't no shaking me. I am right.